В этом году фестиваль для меня явился откровением в том, что в откровенной беседе все кинематографисты единодушно говорили о том, что фестиваль позволяет нам встретиться и поговорить о наших проблемах. Потому что все в своих регионах замкнуты. Башкиры у себя, хакасцы у себя, якуты у себя, таджики, узбеки, азербайджанцы. Все где-то вот там у себя, понимаете? Со своими проблемами, со своими болячками. А здесь вот встречаемся, здесь такое прекрасное есть событие, как круглый стол. И вот сегодня за круглым столом был очень хороший разговор. Мне запомнились слова коллеги из Башкирии, который сказал, что государство все меньше и меньше выделяет финансов на кино, но не дает ему погибнуть. Понимаете? И это тревожный сигнал. И я обратился ко всем участникам круглого стола. Ну что мы вот сотрясаем воздух? Нет здесь ни министра культуры, нет ни премьера-министра, никого, кто бы мог вопросы решать. Мы друг другу все это говорим. Я предложил, чтобы круглый стол кинематографистов многих-многих тюркоязычных стран обратился в Министерство культуры о том, что пора от слов переходить к делу. Надо позволить самим регионам объединиться, самим регионам каким-то образом собрать какие-то деньги, чтобы возродить кинематограф, возродить кинопрокат. Иначе делаем фильм, никто их не видит. Телевидение отнесешь, там говорят, извините, не наш формат. И такая тупиковая ситуация. И все единогласно решили, что действительно такое вот письмо от круглого стола 10-го юбилейного Казанского кинофестиваля мусульманского кино написать, чтобы был документ на бумаге. Иначе мы все время вот говорим. И что дальше? Вот. Программа замечательная, фестиваль, замечательная. Вы знаете, я несколько фильмов посмотрел потрясающих. Азербайджанский фильм мирового уровня режиссера Актай Миркасим. Замечательный фильм. Я посмотрел арабский фильм, снятый иранским режиссером, про арабскую революцию. Тунис, Египет, Ливия. Удивительный фильм. Все знают, что кинопленка идет в лентопротяжечном механизме при съемке в киноаппарате, а потом в проекторе, со скоростью 24 кадрика в секунду. И вот Жан-Люку Гадару, великому режиссеру, ему 82 года исполнилось недавно, принадлежит фраза, что кино – это оружие, стреляющее 24 пули в секунду. Очень точная фраза. Какое сильное оружие в наших руках. Вот этот фильм об арабской революции, он очень интересный, очень талантливый, очень яркий. И еще я вам скажу, что на фестивале были фильмы, которые нигде никогда не увидишь. Они не будут показаны по различным причинам, не только потому, что не формат. Цензура может их вообще остановить. Это касается Ирана, Ливии, Египта. Это даже касается других стран СНГ. А вот здесь
открытый фестиваль казанский. Это мне нравится. Даже здесь были фильмы, которые длились 3 минуты, мультфильм. А документальный фильм один 5 минут. Видите, вот какой диапазон большой этого кинофестиваля. И кроме этого здесь показали классику мировую. Мировую классику. Нура Джейлана, турецкого режиссера, шедевр «Зимняя спячка». Он в мае месяце получил золотую пальмовую ветвь на самом престижном кинофестивале мира в Каннах, во Франции. И вот могли все этот фильм смотреть. Он был показан 6 раз в разные дни в кинотеатре «Мир». Вот это говорит о том, что фестиваль растет. Уже 10-й фестиваль. Он 10-летку кончает, среднюю школу, переходит в новые качества. И я хочу пожелать фестивалю успеха. Успеха. Я высказал министру культуры пожелания, он спрашивал, какие вот есть пожелания, замечания. Я сказал, фестиваль должен расширяться, а не только программами. Обидно, что на замечательном фильме татарском «Курбан Роман» люди сидели в проходах и на позу. Небольшой зал, 200 человек. Что это такое? Мы американским фильмам даем залы, где 2000 мест. А своим российским картинам нет места, где показать. Поэтому фестиваль должен иметь другой же формат. Надо иметь один зал, где какие-то фильмы наиболее яркие, интересные будут показываться широкому зрителю, чтобы не сидели в проходах и на полу. Вот. Это тоже очень важный и очень существенный момент. Вот что касается фестиваля.